Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. Удалось ли установить рекорд нахождения подо льдом, узнаем у гостя студии Антона Райхштата, члена подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества. Доброе утро. Доброе утро. Установили ли таки рекорд наши аквалангисты? Конечно. Сделали невозможное, без преувеличения. Простите мой лишний пафос. Вчера была открыта и написана новая страница «История освоения человечеством экстремальных глубин, экстремальных районов и труднодоступных точек». Несмотря на то, что это в Казани, прямо практически в центре... Сердце города. Ну, не совсем в сердце, но в центре нашей страны. Действительно, очень правильно сказал журналист, Арктика начинается в Казани, потому что все это нужно для того, чтобы разработать систему глубоководных, а значит и длительных погружений под лед Арктики и, наверное, даже Антарктиды. Великолепно. Мы знаем, что это ведь не первый рекорд наших аквалангистов. Что еще есть в копилке? Много рекордов. Все началось так вот активно и на таком запредельно высоком уровне. В 2013 году была экспедиция на полюс холода, и тогда вообще до этого момента считалось, что невозможно погружаться на полюсе холода из-за перепада температуры, из-за еще чего-то, из-за того, что техника не выдержит. Сделали, выяснилось, что возможно. Через год вернулись туда же, сделали глубоководное погружение на 60 метров. Выяснилось, что и глубоководное погружение, и работы под водой возможны. Была Антарктида, 97 метров глубина, то, что не делал еще никто до этого. Была Арктика, это Баренцево море и Белое море. И вот теперь Казань. В марте прошлого года было установлено такой вот, промежуточный, что называется, рекорд. Он никем не фиксировался, это скорее была тренировка, 6 часов подо льдом. А теперь ребята уже сделали такое серьезное, абсолютно от и до погружение на 10 часов. Его фиксировали представители международного сообщества. В частности, очень приятно нам, что к нам в Казань приехала Божана Остоич. Это член команды Жака-Ива Кусто. Ныне она член Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности. В общем, все зависело от нее. Она скажет, да, вы смогли, или нет, вы не смогли. В общем, когда ребята поднялись, она проверила компьютеры. На компьютерах было 605 минут. Они провели чуть больше даже, чем 10 часов и 5 минут. И она сказала, официально рекорд регистрирую. А что они, чем занимались они под водой столь длительное время? И как себя чувствуют после такого длительного погружения? Начну с главного, как себя чувствуют. Чувствуют себя хорошо, по крайней мере, шутили. Вчера после поднятия, после выхода на поверхность мы их передали врачам военно-медицинской академии имени Кирова. Мы вместе с ними делаем каждый шаг, и они неустанно следили, постоянно переписывались через планшет подводный, отправляли. Да. Доктор, известная фотография, сейчас она гуляет уже по Инстаграму, как доктор отправляет письмо, может быть, вам питание и питье немножко пораньше, они нет, нам лучше по плану пишут, обратно отправляют. То есть, Антон... Правда, единственная такая, наверное, серьезная нештатная ситуация, которая возникла, в итоге с этим планшетом он раскололся от холода. Все же не выдержал планшет. Люди выдержали, а планшет А я думал, вы сейчас скажете, что они смогли выйти в соцсети, но это великолепно. Они оттуда не могли выйти в соцсети, но мы помогали им выходить в соцсети через впечатления дайверов поддержки, которые каждый час туда ходили к ним, и следили, меняли баллоны с воздухом. Я просто ради интереса вчера подсчитал, на каждого дайвера было использовано 9 вот таких вот баллонов с воздухом. В общей сложности это где-то, по нашей атмосфере, на давлении на поверхности, это где-то 20 тысяч литров воздуха. Вот это да. Итак, они 10 часов провели под водой, даже больше 10 часов, да? Ели, я так понимаю, тоже под водой? Конечно, вот, ели и пили под водой. А что еще они делали? Во-первых, на самом деле, есть и пить это уже достаточно серьезно, потому что вот во всем этом громоздком оборудовании это непросто. Все спрашивают, как ели, что ели. Ели детское питание специально такое, вот, знаете, пюре, которое можно одним сжатием руки выдавить полностью. И, как выяснилось, это вынуждены были есть не только дайверы, но и полюбили еще и раки.
Оказалось, что раки очень любят детское питание, потому что во время каждого обеда, Максим Астахов мне вчера рассказал, после поднятия на поверхности, к ним приходил сначала один рак, потом несколько раков. В общем, в итоге они уже с этим раком подружились, и, возможно, это было вот взаимоотношение с этим животным, да, было неким развлечением для них. На самом деле, самая главная задача – это отработка всевозможных аварийных ситуаций, взаимопомощь при нештатных ситуациях, отказ оборудования и так далее. То есть все, что может произойти в условиях работы на таких вот, в таких ситуациях, в экстремальных ситуациях и на больших глубинах. Потому что здесь глубины были небольшие, но был большой временной отрезок. Это нужно для того, чтобы сформировать систему глубоководных погружений в Арктике. Чем глубже, больше глубина, тем прямо практически геометрическая пропорция дольше времени. Потому что невозможно быстро выйти с большой глубины, это чревато кессонной болезнью, и дайвер там уже, скажем так, не может управлять временем, он не может быстро покинуть эту глубину. Вот. Кроме этого, они испытывали отечественное оборудование. Сейчас еще одна работа ведется по технической линии. Это конструирование такого приспособления, чтобы дайвер дышал на глубине не холодным воздухом, а чуть-чуть подогретым, потому что холодный воздух, он тоже охлаждает организм. И вот эти разработки, они ведут совместно с отрядом. Вот компания Ростех уже. Ну, после такого рекорда прям вот хочется уже спросить, какие следующие шаги, какие дальнейшие планы у команды? Шагов, я надеюсь, будет еще много. Сейчас мы нацелены на Арктику, сделать погружение уже на глубину на Северном полюсе. Если все получится, вот, надеюсь, что в следующий раз я уже приду не один, а с командами. С командой сейчас ребята отдыхают после этого очень сложного погружения, да. Но их впечатления мы сегодня сможем увидеть на пресс-конференции в Татаринформ, которая пройдет 2 часа. И они все расскажут, и будет и Бажана, и будут врачи, будет Дмитрий Августович Шиллер. В общем, вот так. Ну что ж, спасибо вам огромное за такую интересную беседу и огромный привет от нас, конечно же, ребятам. Спасибо. Да, желаем вам успеха в освоении новых глубин, новых высот. В вашем случае тоже так же можно этому сказать. Спасибо большое. Спасибо. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show.